Во все времена ель была главным символом Нового года и Рождества, а также уюта, тепла. И сегодня представить без нее праздник невозможно. На площади Свободы в Сухуми уже установили 18-метровую красавицу. Искусственная новогодняя елка украшена преимущественно красными и серебристыми шарами, а также игрушками. Не обошлось и без символа наступающего 2019 года – желтой свиньи. Здесь же у главной елки страны организованы развлекательные игровые площадки, куда родители могут привести своих детей. Но вот цены за прокат игрушек оказались очень высокими. К примеру, прокатить ребенка 5 минут на радиоуправляемой машинке родителям обойдется в 100 рублей. Это очень накладно для семей с несколькими детьми. Провели встречу с этими предпринимателями. Им было разъяснено, что для осуществления предпринимательской деятельности в первую очередь им необходимо оформить необходимую документацию управления архитектурой и градостроительства администрации города Сухум. Было предъявлено требование о том, чтобы определенной категории наименее социально защищенных детей, это подопечные фонда КЕРАЗ, учащиеся вспомогательной школы, каких-то других благотворительных организаций, чтобы у них была возможность в течение дня определенное время пользоваться услугами аттракционов бесплатно. Кроме того, те расценки, которые были предпринимателями вывешены изначально, они также будут пересмотрены в сторону снижения. Управление экономики и муниципального имущества будут периодически выезжать на место и смотреть. Те, кто будет нарушать оговоренные условия, которые вчера обсуждались, они просто не будут работать в этом месте. Рядом с главным символом празднования Нового года устанавливается сцена, где в новогоднюю ночь пройдет праздничный концерт. Помимо этого, здесь уже установлена мини-сцена, где будут концерты и представления для детей, а также интерактивные игры. 26 числа Управление культуры открывает эти наши мероприятия. Музыкальные школы, школы искусств, они выступают, хореографические коллективы, а также студия Хиблы Мукба, Дореми, они показывают новогодние приключения сфинксов в Абхазии. Далее будут различные интерактивы, до 8 часов здесь будут проводиться разные мероприятия до 7 января. Также в микрорайонах это Синоп, Турбаза, Старый поселок, Новый район. Это тоже у нас традиция. Управление культуры администрации города Сухум организовывает интерактивы для местных жителей этих микрорайонов. Это с 25 числа 4 часа по графику мы будем проводить эти интерактивы. Помимо этого, городские власти планируют украсить территорию вокруг главной елки страны. Дорога к площади Свободы от улицы Ардзенба будет украшена светящимися гирляндами. В парке Свободы установят оленей и снеговиков с подсветкой. Деревья и кусты украсят яркими гирляндами. А возле елки будет инсталляция из бегущих оленей с Дедом Морозом. Мини-3D-кинотеатр, где будут транслировать рождественские фильмы для детей и взрослых, а также новогодняя фотозона. Словом, гостей и жителей столицы ждет еще много приятных сюрпризов, но при этом стоит отметить, что в предыдущие годы нередки были случаи кражи и порчи елочных украшений. Чтобы этого не повторилось, столичная администрация установила на площади у елки камеры видеонаблюдения. Очень хочется обратиться, что мамы, следите за своими детьми, чтобы не трогали. Если фотографируются, у нас будут здесь фотозоны. Очень интересные, красивые фотозоны. Вы можете подойти сфотографироваться. А те вот у нас атрибутика, которая новогодняя стоит, желательно, чтобы не сажали туда детей. Это все портится. Это все делается для красоты. Пожалуйста, берегите. В этом году вот мы решили установить камеру. Это вынужденная мера. И все, что будет происходить у нас на площади, это у нас будет отражаться на камере. Чтобы праздник ощущался не только у главной елки, но и по всему городу, на проспекте Аяйра развесили праздничные гирлянды. Еще планируется украсить и проспект Леона. Сегодня-завтра должны дополнительные гирлянды, дополнительные осветительные приборы, оборудование должно прибыть больше 1 000 000 рублей, вот, которое будет освещать, мы это будем вешать тут буквально со следующего дня по проспекту Леона от остановки ГУМа до набережной. Часть этих гирлянд будет переноситься на набережную. Все работы по новогоднему убранству Сухума будут завершены до 25 декабря, а в новогоднюю ночь праздничная программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи при любой погоде. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.